Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амши Юкшара. Я его ведущая Нала Ковя. Сегодня в программе. Доходная часть бюджета Гулрыбского района за первое полугодие 2026 года перевыполнена на 11%, а полугодовой план по налоговым поступлениям выполнен на 130%. Бадра Гунба осмотрел новое здание администрации села Бакбаран, а также ремонт дороги в селе Парнаут Гулрыбского района. Парламент Абхазии ужесточил ответственность за незаконные археологические раскопки, дополнив Уголовный кодекс новой статьей. Лев Квицыня освобожден от должности министра по чрезвычайным ситуациям Абхазии. Бадра Гунба подписал указ на основании поданного заявления. При этом Лев Квицыня продолжит исполнять обязанности специального представителя президента Абхазии по взаимодействию с новыми регионами России – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями. Следующим указом Бадра Гунба назначил министром по ЧС Аляса Авизба. Алясу Авизба 41 год. Он выпускник филологического факультета Абхазского государственного университета. Также прошел обучение в Российской академии государственной службы при президенте Российской Федерации по специальности государственное и муниципальное управление. В 2008 и 2014 годах председатель общественного движения «Молодая Абхазия». В разные годы занимал должность замминистра образования, науки, спорта и молодежной политики, председателя Госкомитета по молодежной политике. С 2022 года участник СВО в составе интернациональной бригады «Пятнашка», командир первого батальона, советник министра просвещения Российской Федерации на общественных началах, помощник президента Республики Абхазия. К другим новостям. Доходная часть бюджета Гулрыбского района за первое полугодие 2026 года перевыполнена на 11%, а полугодовой план по налоговым поступлениям выполнен на 130%. Об этом на отчетном заседании актива района с участием президента Бадры Гунба сообщил глава администрации Саид Харазия. На заседании подвели итоги социально-экономического развития, работы служб жизнеобеспечения, а также достижений в сфере образования, медицины, культуры и спорта. Подробности в материале Ирены Богатейлия. На итоговом заседании актива с участием президента Бадры Гунба озвучили ключевые цифры. Район полностью выполнил план по всем 13 видам собственных доходов, а налоговые поступления превысили плановые показатели на 130%. Фонд оплаты труда вырос на 53 миллиона 622 тысячи рублей, что позволило поднять зарплаты сотрудникам на 50%. Также увеличили ежемесячные пособия инвалидов до 16 лет от 2,5 до 3,5 тысяч рублей. Активно обновляется инфраструктура. Замена кровли здания клуба в селе Гудзера. Для центральной районной больницы закуплена современная эндоскопическая стойка, а автопарк ЖКХ пополнился 2 новыми мусоровозами. Расходная часть бюджета за отчетный период выполнена на 94%. При плане 217 миллионов фактические расходы составили 205 миллионов 569 тысяч рублей, что больше на 18% расходов за аналогичный период 2025 года. В первом полугодии 2026 года из резервного фонда администрации направлено 3 миллиона 83 тысячи рублей на оказание материальной помощи жителям Гулрыбского района в количестве 115 человек. На подготовку школ к новому учебному году с резервного фонда Кабинета министров Республики Абхазия направлено 2 миллиона 420 тысяч рублей, из которых 1 миллион 450 тысяч рублей на замену окон в школах района. В настоящее время работы идут в завершении. 975 тысяч рублей на приобретение мебели в школьные столовые. С целью проведения текущего ремонта помещений школ за счет средств районного бюджета приобретены строительные материалы на общую сумму 787 600 рублей. Отдельное внимание на заседании уделили бесперебойному энергоснабжению и дисциплине платежей. В первом полугодии бюджетные организации района обеспечили 100% оплату за электроэнергию. За первое полугодие 2026 года было установлено 1019 приборов учета. За аналогичный период 2025 года было установлено 494 единицы. Охват в районе по приборам учета составляет более 40%.
Ведется системная работа в данном направлении, что принципиально изменит отношение к оплате за потребленную электроэнергию, а также повысит качество электроэнергии. Вопрос сбора средств за потребленную электроэнергию стоит на постоянном контроле у руководства администрации района. По итогам первого полугодия текущего года прослеживается положительная динамика увеличения сбора средств. Наша служба постоянно чувствует внимание и поддержку руководства района. Итак, за первое полугодие 2026 года за потребленную электроэнергию было начислено 137 миллионов 491 тысяча 790 рублей. Оплачено 60 миллионов 722 тысячи 340 рублей. Процент оплаты составляет 44,16%. Параллельно растет и площадь обрабатываемых сельхозугодий, достигшая 1000 гектаров. Безопасность и правопорядок при этом остаются на особом контроле. С отчетом о службе безопасности выступил Дмитрий Адлиба. Из них возбуждено 7, направлено в суд 6, остаток неоконченных дел 6. Службой УГИ УВД по Глурывскому району было выявлено, составлено 1791 протоколов за нарушение правил дорожного движения. За аналогичный период 1114. На ликвидацию последствий майских подтоплений и укрепление инженерных сооружений были оперативно брошены все службы. При поддержке республиканского бюджета в районе реализован комплекс масштабных работ. Так проведено выпрямление русла реки Кодор. Начались восстановительные работы стратегического тоннеля в селе Лата. Начало нынешнего лета стало серьезным испытанием для Глурывского района. 2 наводнения нанесли ущерб жителям, инфраструктуре района и сельскому хозяйству. Государство не осталось в стороне, и мы по мере своих возможностей оказываем поддержку людям, столкнувшимся с этой бедой. Мы оперативно организовали помощь, направили необходимые силы и средства и продолжим делать все необходимое для полного восстановления пострадавших поселков и сел. Несмотря на эти трудности, район продолжает развиваться. Сегодня мы видим положительную динамику по целому ряду направлений. В этом году бюджет Глурывского района по доходам составляет более 225 миллионов рублей, а по расходам почти 483 миллиона рублей. При этом значительная поддержка оказывается из республиканского бюджета. Только в виде межбюджетных трансферов району предусмотрено свыше 219 миллионов рублей на текущий год. Именно районы являются основой абхазского государства, отметил Бадрагунба, выступая перед жителями Глурывского района. Глава государства особенно отметил труд сельчан, подчеркнув, что не случайно 2026 год объявлен годом села. Президент подчеркнул, что это не разовая акция. Руководство страны сделает все для облегчения сельского труда. Глурывский район всегда славился трудолюбием, сильными и неравнодушными людьми. Здесь умеют работать, здесь умеют преодолевать трудности, бережно относятся к своей земле и воспитывают детей с уважением к труду. Именно такие люди являются главной опорой нашего государства. Не случайно нынешний год объявлен годом села. Но хочу подчеркнуть, это не разовая акция и не внимание лишь на один календарный год. Развитие села, поддержка районов, создание достойных условий для жизни людей были и останутся одним из главных направлений государственной политики. Запуск международного аэропорта Сухум имени Владислава Арденба дал мощный импульс бизнесу. За полгода обслужено около 30 тысяч пассажиров. Уже сегодня работа аэропорта способствует росту налоговых поступлений, развитию предпринимательства, сферы услуг и созданию новых рабочих мест. Кроме того, по словам президента, в этом году Абхазия может установить рекорд по турпотоку. Сегодня аэропорт выполняет регулярные рейсы более чем в 10 регионов Российской Федерации. За первое полугодие обслужено около 30 тысяч пассажиров, а по итогам года мы ожидаем достижения цифры более чем 180 тысяч человек. Уже сегодня работа аэропорта способствует росту налоговых поступлений, развитию предпринимательства, сферы услуг и созданию новых рабочих мест. Благодаря новым поступлениям от деятельности аэропорта
в районе создаются условия для приобретения собственной техники, которая необходима для реализации вышеперечисленных работ, в том числе берегоукрепительных. Хотел бы обратить здесь ваше внимание и поблагодарить руководство района в лице Саида Геннадьевича и его коллег за беспрецедентную работу по оснащению техническим парком. С более 159 миллионов рублей направлено на приобретение необходимых технических средств. Это как раз-таки возможность высвободить дополнительные средства, направить эти средства на социальную и адресную помощь граждан в районе. Все достигнутые результаты – это заслуга не только органов власти, это общий труд руководства района, депутатов местного собрания, работников образования, здравоохранения, культуры, предприятий и всех жителей Булрыкского района. Хочу искренне поблагодарить каждого за ответственность и добросовестный труд. Руководство страны и впредь будет оказывать поддержку районам, в том числе и району, который для меня является очень близким, район, в котором я родился и жил. Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим достойное развитие как Булрыкскому району, так и нашей стране. В конце заседания президент призвал всех действовать сообща и поддерживать друг друга в это непростое время. Именно поддерживая друг друга, создавая возможность развития нашей страны, мы сможем в этом непростом мире сохраниться как страна и сохранить тот мир, которым мы сегодня обладаем. Ничего нас не должно останавливать в вопросах развития нашего государства. Мы знали, что и курортный сезон является ключевой сферой для сохранения социальной стабильности, социального благополучия граждан нашей страны. Мы предприняли ряд мер, которые позволили сегодня нам говорить о том, что эти шаги были совершенно правильные и справедливые. Результаты сегодня очевидны. У нас показатели практически достигли предыдущих лет. Конечно же, это не предел. Конечно, нам необходимо думать на перспективу и создавать условия для привлечения гостей в нашу страну. Ирина Богателия, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Бадрагунба осмотрел новое здание администрации села Бахбаран, а также ремонт дороги в селе Парнаут Гулрыкского района. В ходе поездки президент пообщался с жителями сел. Они поблагодарили президента за внимание и помощь в решении насущных проблем и задали ряд волнующих их вопросов. Чезина Ханагу расскажет детали. Жители села Багмаран долгие годы ждали новое здание администрации. Более 30 лет у администрации не было нормальных условий для работы. До военных событий строение располагалось в другом месте. Однако после Отечественной войны народы Абхазии начали использовать деревянную конструкцию 40-х годов. Объект полностью не соответствовал требованиям. Теперь, благодаря проделанной работе, условия изменились. Старое здание ликвидировано, построено новое. У входа были представлены снимки всех этапов строительства. Новое здание состоит из зала для конференций, где жители смогут собираться и обсуждать насущные проблемы, кабинетов для бухгалтера и секретаря, приемной, а также подсобных и уборных помещений. В селе проживает около 250 человек, насчитывается более 70 дворов. Возвели здание, сделали крышу. В последующем уже будет со стороны администрации села Бахмаран это приведение в порядок прилегающей территории, оснащение мебелью. Надеюсь, что жителям села Бахмаран
очень понравилось. И всем, кто будет приходить, будут довольны. Работы выполнены за счет средств администрации района. Сметная стоимость проекта 7 миллионов 350 тысяч рублей. После обращения главы этого села к Харазе Саиду Геннадьевичу о просьбе, и также жители просили администрацию для комфортного прихода в администрацию, чтобы они могли спокойно совершать свои работы, выдавать нужные документы. Мы приступили к сменной документации, сделали смету, в последующем ее утвердили. Глава Гулибского района, администрация профинансировала работы, мы приступили к ним. Бадрагунба также осмотрел ход ремонта дороги в селе Парнаут Гулрыбского района. Все началось с обращения жителей к президенту и главе района. Передвижение по такой дороге было небезопасным и некомфортным. Здесь был советский асфальт, старый, советский. Мы его грейдером сняли, экскаватором. После этого мы прошлись полностью всю дорогу. Она продолжается еще 500 метров вверх, идет туда наверх. И также будет проведена еще работа сюда. То есть потом мы грейдером выровняли всю дорогу. По совещательству СУКСа мы решили положить речной щебень, потому что он содержит песок, для того, чтобы потом в последующем ПГС, который будем дальше, он хорошо схватился. Это пока у нас первый Это слой. первый этап. Вот на сегодняшний день первый этап весь завершен полностью. Да, канавы частично мы тоже убрали. Как если вы обратили внимание, мы сейчас начали открывать трубы, где-то дороги сузились, мы там дальше будем продлевать эти трубы для того, чтобы еще больше расширить. Дорогу расширили порядка до 12-15 метров в некоторых местах. Общая протяженность дороги составляет 4,5 километра, но по просьбе граждан ее продлили до 5 километров. Все будет качественно, гладко, для того, чтобы комфортно люди могли передвигаться по своим домам, и в гости могли ездить, и школы, и сады посещать. Финансирует управление капитального строительства, кабинет министров, работу проводит администрация жилищно-коммунального хозяйства Гулибского района. В ходе поездки президент пообщался с жителями села, которые выразили благодарность за внимание и помощь в решении насущных проблем. В этом территории не было вообще ни одного президента, еще при Союзе даже. Впервые пришли, очень приятно, очень хорошо. Острота то, что здесь нам нужны столбы. Больше ничего сейчас не надо. Больше ничего не надо. Трансформаторы есть, вода есть, водоснабжение нормально, все есть, дорога есть. Правильно совершенно говорите, просто здесь есть сложность. Мы об этой сложности уже с электриками обсуждали, говорили, не во всех местах возможно проехать и установить столбы. Два сабна, поированы, все, ваша техника снизу. А там, где возможно это сделать, электрики в курсе, глава района на пульсе держит ситуацию. Все столбы, они около 100 по этому селу рассчитаны, и все это в процессе. Мы в свое время, помню, устанавливали столбы, я еще был депутатом парламента, я это помню, но как бы у железа есть свойство уставать, и что-то надо заменить, новое поставить. Это уже будем рассматривать следующий этап. Сейчас главное для нас это провести дорогу качественно, современную, сделать дорогу, чтобы... Как и отметил и Саид Геннадьевич, мы обязательно, и что касается других работ, это электроснабжение, водоснабжение, какие-то детали, там, где мы сможем быть полезными, мы обязательно это сделаем. Все работы должны быть завершены до конца 2026 года. Однако, по словам Тимура Начиеби, они идут с опережением графика. Шазина Ханагуа, Раму Камке, Абхазское телевидение. Российско-абхазские отношения и дальнейшие шаги по углублению двустороннего сотрудничества в различных сферах обсудили Вячеслав Гладков и Олег Барцыц. Как сообщает пресс-служба МИД, стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки. Следственным управлением Генеральной прокуратуры организовано и проведено лекционное занятие, посвященное вопросам организации и тактики проведения следственного действия. Проверки показаний на месте. О целях и задачах занятий рассказал замгенпрокурора Алиас Трапш. По поручению Генерального прокурора Республики Абхазия Агырбы Адгура Нугзаровича проводится очередное лекционное занятие на выбранную тему, а именно тактика проведения такого следственного действия, как проверка показаний на месте, организация его проведения, а также типичные ошибки, которые допускаются следователями при его производстве. Это лекционное занятие является вторым из цикла лекционных занятий согласно утвержденного плана лекционно-методических занятий на второе полугодие 2026 года, утвержденного Генеральным прокурором, и оно направлено на повышение профессиональной подготовки прокурорско-следственных работников Генеральной прокуратуры и системы прокуратуры в целом, а также на выработку единообразных методов расследования уголовного дела.
Лекционные занятия проводятся поэтапно. Сегодня оно организовано с участием прокурорско-следственных работников прокуратуры города Сухум, военной прокуратуры, прокуратуры Сухумского района и транспортной прокуратуры Республики Абхазия. В последующем, согласно утвержденному графику, все прокурорско-следственные работники иных специализированных прокуратур и иных прокуратур системы прокуратуры Республики Абхазия будут принимать участие в данных лекционных занятиях. Парламент Абхазии ужесточил ответственность за незаконные археологические раскопки, дополнив Уголовный кодекс новой статьей. Закон направлен на защиту историко-культурного наследия страны. Тему продолжит Милана Агарба. Теперь черные искатели будут нести уголовную ответственность за незаконные археологические раскопки. Соответствующие поправки приняты парламентом Абхазии. Грабители действуют на всей территории республики, от Высокогорья до Черноморского побережья. Охотники за древностями используют современное глубинное оборудование стоимостью в десятки тысяч евро, способное распознавать золото и серебро в глубоких слоях земли. На начальном этапе наше законодательство устарело. После военного времени прошло много времени, все-таки 25 лет, 30 лет – это большой срок. Ну и многое тогда, я считаю, что мы позаимствовали от советского законодательства, обыкновенного. Значит, тогда это был Абхазский совет грузинского общества охраны памятников. Она, естественно, устарела. Государственное управление теперь полноправное, это часть государственных структур. И, естественно, мы все должны там найти свое место. Историко-культурное наследие все относится. Языка, культуре, этнографии. У нас все специальности. Так что в массовом виде мы можем теперь заниматься. Исходя из этого, мы должны быть вовлечены. Вот в таком случае, конечно, значит, вот эти все наши пробелы быстрее и с большой скоростью должны исправиться. Необходимо назначить смотрителей памятников, чтобы предотвратить деятельность черных искателей, говорит Сангуля. Особенно подвержены разграблению такие территории, как Цибельда, Акшимардай и Маркула. Искатели оставляют только те находки, которые не поддаются продаже, а более ценные артефакты вывозятся за пределы страны и выставляются на аукционы. Кроме того, по мнению Сангуля, для начала раскопок нужно не только разрешение от археологической комиссии Академии наук Абхазии, но и от Госуправления по охране историко-культурного наследия. Выдача открытого листа Академии недостаточно. Почему? Он должен еще право разрешения от Госуправления на исследование такого памятника. Почему? Скажем, храм аварийный. Так? Они исследуют от того, что эта стена исследована, она рушится. Понимаете? Не исследовать нельзя, а исследовать он удаляет землю, эти же все наносы, это укрепляет стену. Вот его взяли, раздели, все, стена рухнет. А за это он должен получить еще право у нас. У нас есть такой документ, я думаю, мы это запустим. Именно для тех памятников, где это необходимо. Скажем, вот Цибельду раскопали, ушли. Памятник разрушается. А если в земле вот это все было бы целое, ничего не было бы. Инал Джопула, заведующий отделом археологии Абиги, подчеркнул важность археологических раскопок для обогащения фонда историко-культурного наследия Абхазии. С учетом того, что на территории республики находится 1535 памятников, проведение научных исследований играет ключевую роль в сохранении и изучении этого наследия. В Абхазии проводятся археологические раскопки в научных исследованиях. Вот они, может быть, и не столь масштабны, но они на регулярной основе, на эталонных памятниках наследия страны. И не только наследие страны, мирового наследия проводится. Как вы знаете, сейчас вот начинаются и проводятся раскопки на таких памятниках, как там Балан в Адзюбже, в Гюеносе раскопки, в окрестностях Нового фона раскопки проводятся. И, конечно же, это существенно обогащает фонд историко-культурного наследия страны. Любой поиск и изъятие археологических предметов из земли или под водой без официального разрешения, выдаваемого археологической комиссией, отныне является уголовным преступлением. Милана Агарба, Заур Леев, Абхазское телевидение. В последнее воскресенье июля отмечается День военно-морского флота России. На сегодняшний день протяженность охраняемого участка государственной границы Республики Абхазия составляет 352,5 километра. Из них
на морском участке 215,5 километров. Свое начало дивизион пограничных сторожевых катеров в городе Учимчира берет из 6-й отдельной дважды краснознаменной бригады пограничных сторожевых кораблей, которая ведет свою историю от 15 декабря 1923 года, когда был образован Батумский Черноморский отряд пограничных судов. В 1939 году отряд был переведен в порт Учимчира. После подписания соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о совместных усилиях в охране государственной границы Республики Абхазия в период с 16 августа по 20 ноября 2009 года было осуществлено развертывание сил и средств дивизиона в городе Учимчира. С 2009 года по настоящее время сотрудники дивизиона эффективно и надежно осуществляют охрану внутренних морских вод и территориального моря Республики Абхазия. Совместно с компетентными органами Абхазии осуществляют контроль за промыслом водных биологических ресурсов в период путины. Кроме того, российские пограничники неоднократно оказывали помощь в спасении туристов и рыбаков, терпящих бедствия в море. Предлагаем вашему вниманию небольшой видеоролик об истории создания военно-морского флота РФ. Идея создания собственного флота на южных морях зародилась у Петра I после первого неудачного Азовского похода. Царь понял, что без поддержки с моря взять турецкую крепость Азов невозможно. И в 1695 году в Воронеже началось грандиозное по тем временам строительство. Уже 29 июля 1696 года при поддержке с моря турецкая крепость Азов была взята, а 30 октября Боярская дума приняла историческое постановление. Морским судам быть. В настоящее время военно-морской флот России включает в себя 4 флота, а также 1 флотилию. Военно-морской флот предназначен для вооруженной защиты интересов России, ведения боевых действий на морских и океанских театрах войны. Военно-морской флот способен наносить ядерные удары по наземным объектам противника, уничтожать группировки его флота в море и базах, нарушать океанские и морские коммуникации противника и защищать свои морские перевозки, содействовать сухопутным войскам в операциях на континентальных театрах военных действий, высаживать морские десанты, участвовать в отражении десантов противника и выполнять другие задачи. Начиная с 1939 года, с небольшим перерывом, в порту Учимчиры несут свою службу моряки-пограничники. Они выполняют боевые задачи по охране морских рубежей на морском участке границы длиной 215,5 километров. Моряков-пограничников с военно-морским флотом объединяет любовь к родине, любовь к морю, военно-морские традиции, а повседневную деятельность и тех, и других регулирует корабельный устав. И, как сказал адмирал Павел Степанович Нахимов, у моряка нет трудного или легкого пути, есть один путь славный. Указом президента Бадры Гунба за вклад в развитие эстрадного искусства Абхазии, высокое исполнительское мастерство Изольда Кучуберия, Танзилу Канджария, Джейрану Шумения присвоено почетное звание «Заслуженный артист Республики Абхазия». Бадра Гунба посетил детский лагерь Апэйпш при Учимчирской школе-интернате. Главу государства встретили министр просвещения Хана Гунба, глава администрации Учимчирского района Алхас Кация и директор школы-интерната Станда Чулокуа. Президент ознакомился с работой тематической секции «Экоквест». Презентацию экологического проекта провела Кама Адлиба, которая продемонстрировала модель очистки и фильтрации воды простыми и доступными методами. По завершении презентации присутствующие наглядно подтвердили безопасность и высокое качество очищенной воды. Лагерь организован Министерством просвещения Республики. Сейчас здесь отдыхают 100 школьников от 12 до 16 лет со всех районов республики. Спектакль «Земляника» представил Абхазию на международном фестивале в Москве. Постановка была представлена в рамках международного фестиваля «Театральный бульвар», сообщает пресс-служба театра «Искандера». Показ прошел в амфитеатре на Покровском бульваре, одной из самых красивых открытых площадок российской столицы. Собравшие многочисленных зрителей, организаторы показа выразили благодарность Департаменту культуры города Москвы за приглашение и предоставленную возможность стать частью одного из крупнейших международных театральных фестивалей текущего летнего сезона.
МЧС Абхазии и ФСБ России провели совместный рейд в акватории Сухума. Главной целью проверки стало обеспечение безопасности граждан на водных объектах республики. Специалисты уделили особое внимание проверке документации у судоводителей и контролю за соблюдением правил безопасного поведения на воде. Как сообщает пресс-служба МЧС, в ходе патрулирования спасатели и пограничники выявили ряд грубых нарушений. Так, у одного из владельцев гидроцикла полностью отсутствовали документы на право управления плавсредством. Кроме того, в поле зрения инспекторов попали несколько отдыхающих, которые плавали на саббордах без обязательных спасательных жилетов. Все нарушители были незамедлительно возвращены на берег, с ними провели разъяснительные беседы. В ведомстве отметили, что подобные проверки во время туристического сезона станут регулярными и более масштабными. На некоторых участках городского пляжа Сухума появились знаки о том, что купание запрещено. У многих горожане задаются вопросом, почему ведь ранее они купались в этих местах без каких-либо ограничений. Соблюдают ли граждане правила и почему выставлены знаки, узнавала Элита Рутюнян. Лето – время отдыха. И, конечно же, купание в море, особенно в жаркую погоду. Но, несмотря ни на что, важно соблюдать все меры предосторожности, обращать внимание на соответствующие знаки и правильно их понимать. Ведь самое главное – безопасность. Безусловно, когда плаваю, всегда обращаю внимание, где есть буйки. Плаваем только в тех местах, которые предназначены для купания. И, безусловно, знаки, они показывают людям, где можно купаться, где нет. Потому что если человек все-таки эти знаки игнорирует, он сам берет на себя ответственность. Таким образом, все люди, которые смотрят на эти знаки, они снимают с себя эту ответственность. Таким образом, им безопасно купаться. Я всегда смотрю на знаки, чтобы не было никаких происшествий, чтобы всегда можно было с комфортом, аккуратно искупаться. Я считаю правильным то, что знаки стоят, и то, что оповещают людей о том, что там нельзя плавать. На некоторых водных объектах общего пользования, пляжах, в случае угрозы жизни и здоровья людей выставляются специальные знаки о запрете купания. Такие предупреждения появляются не просто так. Еще до начала купального сезона на городском пляже Сухума были произведены ежегодные работы по осмотру и очистке дна водолазами. Именно так были выявлены участки, где купание небезопасно. В целом водолазы вытаскивают все предметы, потенциально угрожающие жизни человека. Как рассказал Тенгиз Самбуа, начальник ГИМС МЧС, это определенные металлические предметы, но не все. Ведь для полного очищения необходима соответствующая техника. Эти предметы мы указали в схеме и передали в администрацию города. И по нашей рекомендации они выставили там знаки, что купание запрещено. Но в принципе на этих местах мы довели до них, что не всю территорию надо огородить, что там купание запрещено, и они подредактируют эти знаки, что не именно всю территорию надо огородить, а вот на определенных участках, допустим, на волнорезе, что с волнореза прыгать нельзя, потому что вот у волнореза торчат определенные участки вот под водой. На сегодняшний день такой техники у нас нет. Мы вот из администрации города в ближайшее время планируем помощь приобрести такую технику и будем выполнять работу. Также есть участки вдоль волнореза, где присутствуют запрещающие о плавании знаки. Начальник ГИМС МЧС отметил, что соответствующие таблички должны быть выставлены на всей территории Абхазии, особенно в местах, где реки впадают в море. Это было доведено до всех, это не первый год, мы каждый год доводим до всех глав администрации, и в принципе они это делают, но за год, как мы знаем, бывают сильные шторма в летний период тоже, и эти таблички, знаки, они штормом уносят, смываются. И вот если брать по городу Сухуми, их несколько раз даже ставили. На сегодняшний день на Киласуре они не стоят, но в администрации города их заготовили и будут ставить. Соблюдение правил безопасности не просто сделают отдых комфортным, зачастую они сохраняют жизнь. Как мы знаем, в этом году недавно произошел случай, в районе доков человек утонул. Там всю территорию огородить невозможно, там выставить знак о том, что там купание запрещено, там знак выставят, но и тем не менее люди будут купаться, там в основном купаются местные жители. Там до всех доведено, что
Купаться там, в принципе, небезопасно, но и тем не менее там нужно выставлять знаки о том, что там купание запрещено. В основном там дети прыгают с разрушенных доков. Вот это самое опасное. По словам Тенгиза Сабу, администрация города Сухум в ближайшее время установит обновленные запрещающие знаки, ведь они предупреждают купающихся о потенциальной опасности. Начальник ГИМС МЧС также призвал каждого следить за своими детьми на любом водном объекте. Аэлита Арутюнян, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. В выходные дни 25 и 26 июля в Абхазии ожидается переменная облачность, в субботу без осадков, в воскресенье кратковременные дожди локального характера в разное время суток, гроза. Сохранится удушливо жаркая погода, высокий индекс ультрафиолета. Температура воздуха ночью 17-22, днем 27-32 градуса, температура морской воды 26 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.